Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба провел заседание комиссии по организации мероприятий к 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетию международного признания независимости нашей республики. Рауль Хаджимба поблагодарил членов комиссии, отметив, что все мероприятия прошли на высочайшем уровне. Президент также провел ряд встреч с представителями силовых ведомств республики и выразил им особую благодарность за слаженную работу. Рауль Хаджимба выразил благодарность членам комиссии, созданной специально для проведения праздничных мероприятий, отметив, что на каждом из них лежала большая ответственность. Это касается как обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий, так и организации культурных мероприятий и информационной поддержки. Президент высоко оценил работу Министерства культуры, режиссера-постановщика Тимура Квиквискири и всех, кто принимал участие в создании грандиозного представления на стадионе «Динамо». Рауль Хаджимба выразил особую благодарность всем работникам информационной сферы. Все журналисты и сотрудники телевидения работали все эти дни в напряженном режиме, отметил президент. Я благодарен всему нашему народу, который встал вместе с теми, кто организовывал эти мероприятия. Санитарная очистка городов, приведение в порядок всех территорий, которые требовали это долгое время, но за короткий промежуток сделано было немало. Конечно, хотелось бы, чтобы за это время было сделано еще большее количество работ. Я преклоняюсь перед матерями погибших, перед теми, кто своим словом еще в период войны доказали свое беззаветное отношение к нашей Родине. Я благодарен тем добровольцам, которые приехали к нам, приехали и встали рядом с нами, как и это было во время войны. Их нахождение в Абхазии и участие в этих мероприятиях для нас было очень значащим фактором. Я преклоняюсь перед матерями погибших, перед теми, кто своим словом еще в период войны доказали свое беззаветное отношение к нашей Родине. И я извиняюсь перед ними за то, что мы не смогли открыть в Даутах музей. И я дал им слово, что мы к той дате, когда этот музей открывался, мы сумеем сделать все те работы, которые необходимы для того, чтобы этот музей был открыт. Рауль Хаджимба также отметил тот факт, что впервые парад на площади Свободы был проведен на государственном абхазском языке. Для нас это очень важное событие, еще раз подтверждающее, что мы на правильном пути и наше государство состоялось, сказал президент. Рауль Хаджимба также выразил благодарность всем, кто участвовал в шествии бессмертного полка, отметив огромную помощь студентов и волонтеров в его организации. Особая благодарность президента прозвучала в адрес народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава за великолепное выступление на стадионе «Динамо». Рауль Хаджимба отметил значение участия в праздничном концерте нашей оперной дивы с песней, написанной Максимом Фадеевым специально для этого события. Большое спасибо всем главам районов и администрации. Как никогда ощущалось единство народа. Это бесценно, отметил президент. Участники встречи в один голос говорили о том, что все праздничные мероприятия прошли крайне организованно, без эксцессов, и что эту планку и в дальнейшем необходимо держать на таком же высоком уровне. Рауль Хаджимба также побывал в Министерстве обороны республики. Глава государства выразил благодарность всему составу министерства за организацию столь слаженного зрелищного парада. В свою очередь, министр обороны республики Мираб Кишмари отметил, что Министерство обороны и днем, и ночью остается на страже порядка в стране. Все командиры, которые находятся, в том числе 7-я военная база, которая проявила на высочайшем уровне, которые действительно проявили братское отношение к нам и, конечно, пожелали нам и дальнейших побед. Мы, народ Абхазии, никогда не подведем. Сделаем для народа. Это народная армия, это государственная армия, это вооруженные силы, те, которые действительно лицо Абхазии. Та сила, которая может навести порядок в любом направлении. Рауль Хаджимба также побывал в Министерстве внутренних дел республики, где поблагодарил сотрудников, которые в дни проведения праздничных мероприятий доблестно охраняли общественный порядок в республике и обеспечили полную безопасность как местным жителям, так и гостям столицы. Министр внутренних дел республики Гарри Аршба поблагодарил главу государства за высокую оценку проделанной министерством работы. От руководства Министерства внутренних дел, от личного состава хочу сказать вам огромное спасибо за ту высокую оценку,
которые вы дали работе Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел Республики Абхазия на сегодняшний день готово выполнить любую задачу, которая будет ставить правительство Республики Абхазия. Глава государства также встретился с сотрудниками госбезопасности и Государственной службы охраны, которым также выразил большую благодарность за самоотдачу в выполнении своего профессионального долга. На Лакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба также встретился с членами правительства Республики Абхазия. В связи с празднованием 25-летия Победы и независимости президент отметил, что на каждом лежала огромная ответственность и поблагодарил всех за успешно проделанную работу. Глава государства выразил слова благодарности командованию и личному составу 7-й военной базы Российской Федерации и пограничному управлению ФСБ России в Абхазии за участие в параде. Президент отметил, что это еще раз свидетельствует о том, что у нас идет процесс сотрудничества с российской стороной. Рауль Хаджимба обратился к присутствующим поддерживать общественный порядок и слаженность работы не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. Все ведомства наши, вовлеченные в этот процесс, проявили себя достаточно на высоком уровне. Все наши подразделения, вовлеченные в эти дела, в части касающиеся силовых структур, которые принимали участие и в параде, и в обеспечении безопасности, сумели должным образом проявить организаторские способности, показать, что мы умеем делать такую работу, и показать всем нашим гостям, что страна есть, страна развивается, и страна может реализовывать те программы и мероприятия, которые она ставит перед собой. Хочу еще раз отметить особую значимость пограничных сил, находящихся в Абхазии. Это еще раз свидетельство тому, что у нас идет процесс сотрудничества с российской стороной. В свою очередь, премьер-министр Абхазии Валерий Баганба поблагодарил членов правительства и руководителей ведомств за организацию Дня Победы и независимости. Затем члены правительства перешли к обсуждению выполнения государственного бюджета и необходимости в прорабатывании новой концепции налогообложения. Также на совещании Кабмина премьер-министром было дано указание провести по районам республики интенсивную работу по борьбе с мраморным клопом. Методы какие-нибудь определены, какие-нибудь рекомендации районам даны. Я не вижу централизованной борьбы, понимаете? Если бы я видел бы централизованную борьбу, я сказал бы Минсельхоз, карантинная инспекция, защита растений, все работают. Мы сами должны планировать, что нам делать. Не бороться с этим, мы вообще останемся без фруктов, без кукурузы, без ничего останемся. Наметьте, пожалуйста, чтобы мы конкретно, пока чуть-чуть еще времени есть, еще хотя бы один раз, один цикл борьбы провести. Наметьте, а на будущее уже надо серьезно, ребята, бороться. Это непростой вредитель. 3 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о награждении орденом Леона за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Горбатюк Юрия Николаевича, Кардава Юрия Антиповича, Невгодовского Сергея Юрьевича, Хиба Славика Ремизовича, посмертно Аджба Юрия Викторовича, Чкадо Станислава Алексеевича. За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии, медалью за отвагу награждены 388 ветеранов, из них 36 посмертно. Также 3 октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении Кварацхелия, очередного специального звания генерал-майора милиции. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прошла встреча Даураковой с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым. Приветствуя коллегу, Дауркове отметил, что рад визиту делегации Южной Осетии в Абхазию. Южная Осетия и Абхазия впредь будут продолжать сотрудничество для продвижения своих государственных интересов на международной арене, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Абхазии. В свою очередь Дмитрий Медоев отметил, что делегация Южной Осетии с удовольствием приняла приглашение
приглашение приехать в Сухум для участия в праздновании 25-летия Победы и независимости Абхазии. Также в честь десятилетия признания Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев вручил ведомственную награду – юбилейную медаль за вклад в международное сотрудничество главе МИД Абхазии Дауру Кови и главе Абхазской православной церкви Виссариону Аплия. Для нас очень важно осознание и понимание того, что братский осетинский народ всегда находится рядом с нами. И в тяжелые минуты вы были первыми, кто находился рядом с абхазским народом. И сегодня, когда мы отмечали эту дату, народ Южной Осетии, который представлял президент Республики Южная Осетия, представляла большая делегация, находились здесь, в Абхазии. Для нас это большая честь, понимание того, что мы всегда рядом. И я уверен, что те отношения, которые у нас заложились очень давно, они продолжаются, они будут иметь очень хорошую динамику, которая будет выражаться и в скоординированной нашей с вами внешней политике. Мы сегодня с вами обсудили, еще будем обсуждать вопросы нашего взаимодействия на международных площадках, на международной арене в целом, потому что у нас одна судьба, у нас одни и те же цели и задачи расширения географии нашего присутствия в мире, для того, чтобы все больше и больше стран узнавали о наших государствах, и этот поиск друзей должен продолжаться. 12 октября в рамках 9-го Абхазо-Российского делового форума пройдет ежегодный национальный конкурс предпринимателей Абхазии. Данный конкурс проводится второй год подряд среди предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса. В этом году в нем примут участие 60 предпринимателей. Организаторами выступают Торгово-промышленная палата и Министерство экономики Республики. В конкурсе будет представлено 8 номинаций. Основная цель конкурса среди предпринимателей – это развитие и поддержка предпринимательства в Абхазии со стороны государства. Если говорить о самих номинациях, в которых будут представлены наши уважаемые конкурсанты, это прежде всего номинации, которые сопутствуются определенными критериями отборочными. Здесь прежде всего учитывается их вклад в формирование бюджета, соответствующее объем производимой и экспортируемой продукции, объем оказываемых услуг, это и прозрачность ведения бизнеса, уровень заработной платы, количество рабочих мест, это и экологичность бизнеса и многое другое. Главный приз все-таки это моральное поощрение и поддержка со стороны государства. И иногда такое внимание со стороны государства намного важнее, нежели чем какой-то материальный приз. Московская абхазская диаспора устроила праздник в центре Москвы в парке «Красная Пресня» в честь 25-летия Победы и независимости. Гости фестиваля имели возможность побывать на абхазской свадьбе и увидеть обряд привода невесты, попробовать блюда национальной кухни, увидеть танцы, послушать песни и даже пройти краткий курс изучения абхазского языка. Фестиваль собрал большое количество соотечественников и жителей Москвы. В этот особенный для нашей страны день все испытывали чувство радости и гордости за народ, сумевший защитить свою независимость. Выступления детских танцевальных ансамблей зрители принимали овациями. Юные танцоры сумели передать всю мощь и красоту абхазских танцев. В празднике принял участие посол Абхазии в России Игорь Ахба. Государственный, общенациональный праздник. В этот день мы, безусловно, вспоминаем всех героев, кто сложил свои головы за свободу и независимость Абхазии. И сегодня мы строим наше государство. Благодаря этой великой победе Абхазия обрела новых друзей. Россия, которая первой признала независимость Абхазии, затем Республика Никарагуа, Венесуэла, теперь Сирия и ряд тихоокеанских государств. Я всех поздравляю с большим праздником, с великим праздником Победы. Совпал День Победы с христианским праздником веры, надежды и любовь. И мне кажется, что они, помогая, народ Абхазии верил в победу, надеялся на друзей, которые пришли нам в трудный момент на помощь. И, конечно,
бороться с агрессором помогала любовь к родине. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.